течение Второй мировой войны, для нас, россиян, мы его называем Великая Отечественная война, уже в 1961 году запустили первого человека в космос. Это все производилось в Советском Союзе, это все отечественное. Видите, это все. Потому что у нас музей называется сделано в СССР, тут ничего чужого, чужеродного, скажем, китайского или там другого нету. Все советское, все наше. Это вот чайник образца 1954 года. В 1957 году его подарили кому-то из близких родственников. Музыкальные центры. Видите, какие большие раньше музыкальные центры были. Тут динамики здесь располагаются. Например, давайте с северо-запада начнем. Литва, Латвия, Эстония, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, правильно, Грузия, Туркменистан, Азербайджан, Грузия назвали, потом Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Вот я первый. Вот видите, вы знаете уже, грамотные ребята, вот хорошо учат, надо их похвалить. Вот эти купюры и монеты, это советские деньги, которые были в обращении. Например, сейчас мы сколько платим в Чебоксарах у нас на транспорте? 15 тысяч. Поездка мы платим 15 рублей, а за наличные деньги 23 рубля, да? А вот 20. Ну вот такие деньги мы платили 5 рублей, 5 копеек, рублей. Вот один из первых космических кораблей советского периода, на каких летали первые космонавты наши. Восток, как называли. Заря. Протон. Много наименований, да. Вот эта ракета, это светильник, который использовался в домашнем условии. Скажем, ночью включали и он светил. Снимать на видео. Ну, кукушка ушла, к сожалению. Ну, привыкните еще раз, мы его, кукушка заходит. Например, раньше снимали фотографии, как делали? Это сейчас все просто. Даже на вашем телефоне хорошего качества телефон, фотографии можно получить. Так ведь? А раньше нужно было заправлять фотоаппарат. Вот, фотоаппарат открывали вот так, заправляли сюда пленку, закрывали. Вот так нужно было перевести пленку. Как нужно было перевести? Затвор заряжали и снимали. Вот так. Потом пленку нужно было проявить, ребята. Пленку вот сюда заправляли. Вот это фотобачок называется. Сюда заправляли фотобачок. Потом опускали в бачок. Фотобачок. Закрывали, сюда заливали растворитель. Не растворитель, это проявитель, правильно, молодец. Проявитель заливали туда, проявитель сливали, потом закрепитель заливали туда, чтобы закреплять. И потом доставали, сушили и потом печатали на вот таких фотоувеличителях. Вот там смена 35, у меня тоже такой аппарат был. Фотоделом я занимался. Это было очень увлекательно. И... Вот так. Видите, кино. Она немножко испортилась, и поэтому уже непригодна для показа. Просто тут поставили для того, чтобы вам наглядно понятно было, что это такое. Ладно, потом сделаем. Видите, музыкальные центры образца советского периода. Сейчас вот такие громадные аппаратуры не нужны. Так ведь вы на телефоне можете включать MP3-плеер или даже через интернет можете слушать. Даже когда девушка замуж выходила, она до замужества, например, вышивали. Принадлежности для семьи у нас готов сани летом, а телегу зимой, да? Потому что заранее нужно подготовиться. Заливается сюда что? Масло из чего получается? Из чего? Нет. Из сметаны, правильно. Сюда заливается сметана.
Когда как получается? Да, это не береста. Береста это от березы. Это липовый карась. Вот такой короб, скажем, кто по грибы ходил, скажем, кто ягоды собирал. Вы уже изучали герой нашего времени, Николай Юрьевич Лермонтов? Не изучали? Вот будете проходить, и там обратите внимание, когда у Лермонтова главный герой проходил службу, и они там два человека обсуждают. Колесо увидели, обсуждают. Такое колесо до Санкт-Петербурга может доехать? Нет, до Петербурга не доедет, говорят. А до Казани доедет? До Казани доедет, кто знает? Вот внизу что это у нас? Подошву сделали из дерева. Когда одевались таким подошвам? Когда не на погоду. Вот скажем, как сейчас. Там лужи, грязь, да. Потому что власти за цену расплачиваются, и власти можно не видеть. Она тут привязана в таких подошвах, ходили в школу. Девочки и мальчики, да? Но это принадлежности мастера обувных дел. Да, сапоги делали и валенки делали. Вот это кол использовался при пивоварении. Чуваши в домашних условиях варили пиво.